Здравствуйте! В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 3 человек в Нюрбинском районе Якутии. По сообщению Следственного комитета, 2 мужчин и женщина обнаружены в бессознательном состоянии в ходе тушения пожара сотрудниками пожарно-спасательного подразделения в квартире жилого дома. Несмотря на принятые меры по спасению, пострадавшие скончались. На место происшествия выехали следователи Следственного комитета, а также дознаватели МЧС России. Проведен осмотр места возгорания, опросы жителей соседних квартир и очевидцев произошедшего. Для установления причин смерти погибших и возгорания назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы. На данный момент расследование продолжается. Так же, как сообщили в Государственной противопожарной службе республики, пожар произошел в Среднеколымске. Одноэтажный дом коридорного типа, где размещено 14 комнат, загорелся вечером. К моменту приезда спасателей горела крыша дома. На месте пожара обнаружено тело женщины 1958 года рождения. Причина пожара, виновное лицо и ущерб устанавливаются. Отмечается, что быстрому распространению огня способствовало позднее обнаружение возгорания. В Сунтарском районе полицейские установили бутлегера. 45-летний местный житель доставлял алкоголь из салона своего автомобиля возле одного из домов села Сунтар. Мужчина привлечен к административной ответственности за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами. Санкциями данной статьи предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от 30 до 50 тысяч рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции. В Алдане жительница, рассчитывая заработать на бирже, стала жертвой мошенников. По информации МВД по республике, заявительница, находясь летом на отдыхе в городе Сочи, в ходе случайного знакомства узнала об организации, которая занимается торгами на международной бирже. В ноябре женщина вспомнила об этой организации и решила попробовать себя в брокерской сфере. Отыскав в интернете номер телефона, связалась с представителем. Женщине представитель помог зарегистрироваться в приложении Skype, пояснив, что все общение будет происходить в данном приложении, и затем перенаправил другому сотруднику. Под диктовку брокера женщина перевела 100 тысяч рублей. На следующий день женщине перезвонили другие брокеры и убедили ее увеличить инвестиции с целью побольше заработать. Для убедительности женщине отправили на счет 15 тысяч рублей. Вдохновившись первым заработком, женщина совершила затем еще несколько переводов, всего 340 тысяч рублей, после чего брокеры на связь выходить перестали. В Тампонском районе полицейские выявили факт незаконного культивирования наркосодержащего растения. Предварительно установлено, что 39-летний житель поселка Хандыга оборудовал в своей квартире комнату, где создал условия для выращивания наркосодержащего растения. Мужчина незаконно культивировал 15 кустов конопли для последующего потребления. В рамках проверки назначено проведение экспертизы, по результатам которой будет принято решение о привлечении гражданина к ответственности. Одно из подразделений патрульной полиции Карачи освоило новое для себя средство передвижения – роликовые коньки. Как полагает руководство правоохранительных органов города, это позволит сотрудникам оперативно реагировать на уличные преступления, преследовать и ловить правонарушителей и в узких улочках, и на открытых пространствах, включая набережные. Важным навыком является стрельба в движении. На вооружении у роликовых полицейских пистолеты, но в самых людных местах, например, в торговых центрах, придется обходиться без них. Подробности в следующем материале. Управление общественной безопасности Карачи, крупнейшего города Пакистана с населением около 15 миллионов человек, сформировало специальное подразделение полиции. В его составе 10 женщин и столько же мужчин. Сотрудники несут службу на роликовых коньках. За месяц они неплохо освоили новое для себя средство передвижения. Как говорит Анила Аслам, это только начало. Ролики, по ее мнению, вещь удобная и полезная, позволяющая быстро передвигаться по узким закоулкам. Нужно было проявить инновационный подход к борьбе с уличной преступностью, налетами и карманными кражами, а также с жестоким обращением с женщинами в общественных местах, объясняет старший суперинтендант Фарук Али. Мы проанализировали обстановку в городе и выявили очаги, где определенные виды преступлений совершаются особенно часто, например, кражи мобильных телефонов и сумок. Преступники пользуются мотоциклами, чтобы уйти от погони. Преследовать их на автомобилях во многих случаях затруднительно. В обществе возникли было опасения, когда в первых опубликованных видеосюжетах полицейские были вооружены дробовиками и винтовками. Власти успокоили граждан. У патрульных на роликах будут при себе только пистолеты, и то не всегда и не везде. Но огневой подготовке уделяется не менее серьезное внимание, чем навыкам бега и маневрирования.
Одного из горожан по имени Мухаммед Азим вид бравых сотрудников в аккуратной форме обнадеживает. Это хорошо, что они так упорно тренируются. Здесь, на набережной, преступления происходят среди бела дня. Воруют мобильники, выхватывают кошельки и убегают. Присутствие таких полицейских придает нам ощущение безопасности. Официально патрулирование на роликах должно начаться в марте, но и первый опыт практической работы во время матча Национальной лиги крикета признан вполне успешным. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире.